Ход трехдневного голосования в Башкортостане обсуждаем прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня наш гость Михаил Бреслер, доцент кафедры МАИФ УГНТУ. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте в целом сначала, вот ваше мнение интересно, 14 партий участвуют в выборах, да, и 13 кандидатов на одно место в Госдуме. Как вы оцениваете такую конкуренцию? Нет, ну это хорошо. Почему? Это хорошо, потому что граждане, граждане стремятся как-то изменить страну, попасть во власть, это хорошо. Угу. Ну, то есть эта конкуренция, она, нельзя сказать, что она, что все партии сделали то, что, скажем так, необходимо, все необходимо, там, постарались, да, но, по крайней мере, желание было. Как вы оцениваете ход голосования в Башкортостане и уровень организации вообще для выборов? Трудно сказать по республике, что происходит. Я могу сказать по тому избирательному участку, который наблюдают, 204-й участок в Затоне, вот, в школе 128. А организовано все очень хорошо, значит, строго полиция следит, чтобы, значит, маски одевали, всем дают пакетики, где лежит ручка и маска, вот, значит, и дают всем этот браслетик «Рахмат». Причем людей это на самом деле интересует, ну, в основном женщин, более старшего возраста. Вот, я уже знаю, что в магазинах Байрам там дается скидка. Вот, где этот Байрам, не помню, но, в общем, там дается скидка, главное, да, в пятерочке вот нет. Угу. В Башкортостане подготовили порядка 7 тысяч общественных наблюдателей, которые как раз наблюдают за тем, как идет голосование. Да? Вот что вы можете сказать о подготовке, которая проводилась, и ваши личные ощущения смотрите, за эти дни работы? Во-первых, эта подготовка, насколько я знаю, шла с весны. То есть людей специально, это не просто люди, очень сложное законодательство. И очень много есть нюансов, вот, которые за 2 минуты не объяснишь. То есть не просто сидеть и смотреть, да, а там регламентировано, как открыть, как закрыть, что оторвать, что оставить и так далее, и так далее, и так далее. И людей учили, в общем, я не могу сказать, сколько часов академических, то есть я просто не знаю. Но я знаю, что люди учились несколько недель, проходили такое обучение, отбор проходили, значит, и так далее. Вот. Кроме того, большое количество наблюдателей дали партии и большое количество наблюдателей от кандидатов. Вот. То есть, как сказал один из коллег в социальных сетях, что порой на участках больше наблюдающих, чем голосующих. Наверное, это хорошо. Это хорошо. И опять же, это свидетельствует о том, что люди хотят честного, объективного голосования. Они хотят, чтобы их голос был учтен, и их воля, ну вообще в целом, да, воля народа, она была с уважением встречена. И вот согласно этой воле было проведено голосование. Почему я так думаю? Потому что, представьте себе, 7 тысяч человек, да? Умножаем смело на 5, ну, с партиями совсем, может быть, на 10, да? Это много, очень много людей, которые бросили на 3 дня работу, свои заботы, свои дела. Вот. Ради чего? Ради справедливости, ради справедливых выборов. Как вы оцениваете такой формат проведения выборов в течение 3 дней? Ну, честно говоря, я не очень понимаю, зачем. Вот. Вчера... Зачем? Вам Роспотребнадзор ответит, что в связи с эпидобстановкой. У меня свое мнение, то есть, собственно говоря, я все-таки эксперт Роспотребнадзора, согласен с ними, так сказать, но они же эксперты, они же этому учились. Вот. Я думаю, что трехдневное голосование, оно не очень удобно. Удобнее было бы сделать, просто расширить электронное голосование. Но здесь с вами можно поспорить, как раз в течение 3 дней для некоторых так удобнее. Нет, удобнее почему? Ну, тут трудно сказать. Вот вчера, например, утром, там, где я нахожусь. Где вы работаете наблюдателем на участке? Да. Угу. Ну, работать трудно называть. Ну, наблюдаю, где я наблюдаю. А там утром вчера, так, чтобы не рассказать военную тайну. Вот утром вчера люди одного предприятия, скажем так, ну, секрет же, понимаете, военный же, нельзя говорить. Вот. Люди одного предприятия, они пришли
сразу. И было очень большое количество людей. Стояла длиннющая очередь, потому что надо соблюдать социальную дистанцию. Там, вот. И это было то же самое. Вот студенты из общежитий. Вот. Да, студентов погнали. Ну и правильно. Я не знаю у нас, знаю просто вот от студентов слышу, не нашего университета. Погнали. И правильно. И правильно. Никто не говорит, за кого голосовать. Человек выбирает сам. И свои мысли, убеждения и так далее. Но исполнить свой долг, это как бы, то есть это долг. Это не привилегия. Это долг. Что еще интересного вы видели на избирательном участке, Ну, где вы знаете, работаете с наблюдателем? сегодня, да, на удивление, сегодня утром тоже было интересно. И думали, что вообще никого не будет, что вчера прошла. Сегодня утром пошел, ну, такой же у нас очень солидный, Затон же это солидный район, понимаете. Сегодня утром пошло люди, ну, не с 8, конечно, где-то с 9, полдесятого. Так уверенный поток идет с детьми, с внуками. Ну и вчера было, вот, так сказать, очень много людей, которые бабушки с внуками там вот, ну, как бы шли, да. А вот сегодня, поскольку выходной, тоже люди уверенно идут. Ну вот видите, трехдневное голосование на практике показывает, что оно людям интересен, такой формат. Не знаю, мне трудно сказать. То есть, вы знаете, вот это на самом деле разница. То есть, если бы, например, вот условно говоря, в Башкортостане, у нас в регионе нет электронного голосования. Оно просто нет, да? Вот. Если бы, причем об этом мои коллеги узнали, я-то знал, что нет, а коллеги вот с удивлением узнали вот где-то недели 2 назад. Ну, в России всего в 7 российских регионах проводится электронное голосование, у нас, в списке нет. У нас очень продвинуты, в частности, цифровых технологий, покрытие мощнейшее, за исключением там, каких-то там совсем отдаленных мест. И я думаю, что электронное голосование люди бы голосовали с большим комфортом, по крайней мере. То есть это гораздо дешевле электронное голосование. То есть, ну, представьте, это участки, вот это вот люди, участковые комиссии, ну, то есть бумага, это же очень все дорого на самом деле. Но у нас республика наполовину, это сельские жители. Нет, сельские жители, вот чтобы вы знали, вы городской человек не знаете, в каждой деревне Касриловка есть группа ВКонтакте, где сидят, присутствуют практически все жители. Вот. Пожилые, очень старые бабушки и дедушки, чтобы они были здоровы, для них, ну, конечно, должно быть бумажное голосование, осталось. Вот. Просто потому, что им так привычно. А городское население – это половина республики. Вот. И практически, ну, процентов, не знаю, 70, может быть. Я не владею цифрами, но представляю. То есть около 40% это точно жители села в республике. Дело не в том, что жители села или города, дело в том, что есть там у них интернет или нет. Но мы говорим о том, что гибридный формат все-таки, наверное, это дело будущего. Сейчас этого нет. Но жалко, что его нет, тогда бы просто люди голосовали со своего телефона, и это было бы гораздо удобнее и комфортнее. А более того, не нужно было бы столько наблюдателей. Почему? Потому что, ну, собственно говоря, как мне гуманитарию представляется, не так сложно сделать электронное голосование вне доступа каких-то злодеев, которые там хотят что-то сделать, там, фейков, там, прочих, да? То есть закрытую систему некую, куда проголосовал. Вот. Ну, по большому счету, процентов 70, наверное, территории Башкортостана проголосовала бы, ну, электронную форму избрала. Давайте обсудим такой феномен. У нас Башкортостан национальная республика, а в национальных республиках стабильно высокая явка. Ну, вот на этих выборах это также подтверждается. Нет комментариев. По явке. Нет комментариев. Не хотите комментировать? Так, хорошо. Я имею в виду по сегодняшней явке. Значит, нет, я имею в виду, вы смотрите, люди идут голосовать. Нет, подождите. Давайте так. Давайте как? Я наблюдаю, я впервые в жизни, несмотря на то, что я занимаюсь выборами аж с 89-го какого-то года, когда вот началось еще Верховный Совет СССР и все такое, да, вот, я впервые присутствую как наблюдатель на избирательном участке. Так. До этого меня не было. Вот. А сейчас люди идут. Вот я могу сказать, вчера... Ну, про это я вам и говорю. Смотрите, люди идут. Доверие к выборам есть. Нет, секундочку. Вчера было, а сегодня было. Подобное я наблюдал в 2003 году. Вот предыдущий вот раз, чтобы так активно люди шли, и
вот, ну, волей-неволей, когда сидишь в этом закутке наблюдателей, мимо проходят граждане, которые проголосовали, они проходят мимо меня. И волей-неволей слышишь обрывки разговоров. Ну, вот. И, как ни странно, очень часто люди обмениваются какими-то репликами о политических процессах, о каких-то предпочтениях. Ну, никто никого не агитирует, но просто там идут люди вот вместе, если пришли с кем-то, там вот мужчина и женщина идет и говорят, значит, какие-то обрывки разговоров. То есть люди действительно заинтересованы в выборах. Это очень хорошо. По поводу явки предыдущих выборов я не знаю. Ну, смотрите, мы здесь ориентируемся и на ваши личные ощущения, да, наблюдения, плюс еще есть данные Центральной избирательной комиссии Башкортостана. Нет комментариев. И говорим о том, нет что явка есть. Вот сегодня, да. О чем говорит вот такая большая явка? Говорит о том, что граждане у нас сознательные, граждане у нас, скажем так, видят окружающее бытие, они хотят лично участвовать в формировании будущего. Ну, мы с вами обсудили общественный контроль, да, обсудили ситуацию на избирательном участке, где вы работаете, ну, все-таки наблюдателем. Где я есть, там работает. Где вы есть наблюдатель, да. Вот по вашему мнению, да, результаты выборов в Госдуму, что дадут в республике, да, и какие задачи у нас стоят перед регионом? У нас буквально вот 1,5-2 минутки. Как что дадут? Депутатов? Нет, я не понял вопрос. Можно еще? Какой эффект получит? Вот мы выберем новый депутатский корпус. Да, какие задачи перед ними стоят, чтобы в Башкортостане стало лучше? Ну, от них, я надеюсь, что не только в Башкортостане, а в целом по России, что тот депутатский корпус, как всегда, я верю, что тот депутатский корпус, который мы выберем, я связываю с ним большие надежды, что они приложат все усилия для решения проблем, стоящих перед обществом. Как-то вот так, наверное, я ответил. Ну, каждый выбор, я надеюсь. Оправдываются ваши ожидания? Ну, как сказать, 50 на 50. Вот. Либо кандидаты все хорошие. То есть они, когда идут, они все нарядные, красивые, дамы, господа. Вот. Не все и не всегда свои ожидания оправдывают. Ну, будем надеяться, что вот эти будут оправдывать. Спасибо большое, Михаил. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был доцент кафедры МАИФ УГНТУ Михаил Брестер. И мы говорили о ходе трехдневного голосования в Башкортостане. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.